Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. В АГУ проходит защита дипломных работ. Ульяна Рожкова пообщалась с выпускниками университета. Как не остаться на улице? График работы общественного транспорта в столице. Все ли автобусы и маршрутки соответствуют техническим требованиям, выясняли наши корреспонденты. Петербургский международный экономический форум – значимое событие недели. 17 тысяч участников из разных стран, эксперты, лидеры бизнеса, представители власти. Им предстоит обсудить международную торговлю и сотрудничество. Делегация парламента Абхазии во главе с заместителем спикера парламента Ашотом Минасян принимает участие в форуме. Программа насыщенная, 150 тематических сессий. На повестке не только экономика. В этом году в 2 раза больше социальных площадок и проектов. Напоминаем, что в Петербургском форуме примут участие президент Абхазии Аслан Бжаня, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган и председатель арбитражного суда Фатима Квициния. Впервые на международных играх БРИКС абхазские спортсмены выступят под своим флагом, сообщает Апснопресс. Спортсмены из Абхазии примут участие в играх по 14 видам спорта. В составе делегации из 102 человек 63 спортсмена. Это для нас как Олимпийские игры. Свое официальное участие подтвердили 97 стран. Абхазия открывает парад. Флагоносцем будет наш легендарный футболист Ахрик Цвейба, отметил заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта, глава делегации национальной сборной Беслан Карчава. Финансовую помощь спортсменам оказали президент Аслан Бжаня и премьер-министр Александр Анклап. От общественного транспорта во многом зависит жизнь горожан. Многие вынуждены планировать свой день в соответствии с графиком работы маршрутного такси, автобусов и троллейбусов. По какому графику будет ездить транспорт в летний период в столице? Все ли автобусы и маршрутки соответствуют техническим требованиям? О злободневном репортаж Алики Трапш. Нет людей, которые хотя бы раз в жизни не пользовались общественным транспортом. Несмотря на наличие собственного автомобиля, время от времени мы предпочитаем для различных поездок маршрутные такси, автобусы, троллейбусы. От общественного транспорта во многом зависит жизнь горожан. В летний период количество людей, пользующихся общественным транспортом, увеличивается в разы за счет туристов. В Сухуми стоимость проезда на маршрутке составляет 30 рублей, на автобусе 15 и троллейбусе 10. В летний период время работы общественного транспорта увеличено. Именно если говорить по обслуживанию населения города Сухум, выезд начинается с половины 7. В данное время, в связи с тем, что летняя пора настала, обслуживание населения города увеличивается время до половины 10 на сегодняшний день. До 23 единиц транспорта обслуживает именно население города Сухум. Помимо пригорода, межгород, мы именно говорим о городе. Это только автобусы. Касаемые части микроавтобусов, город обслуживает порядка 150 единиц микроавтобусов в разных направлениях. Немаловажным фактом остается техническое состояние автотранспорта. Практически все маршрутки, осуществляющие перевозку пассажиров, являются частными. Среди них, конечно же, есть автотранспортные средства, хорошо обустроенные для комфортной перевозки пассажиров, с наличием кондиционеров, открывающихся окон и люков, с просторными и удобными сиденьями. Но встречаются и другие, в которых проезд в жару становится невыносимым из-за отсутствия элементарных условий. Мы им ничего не делаем. Ни горюче-смазочные материалы не выдаем, ни расходники не даем, абсолютно ничего. И они вносят чистый доход транспортному предприятию, потому что они привязаны к нему. Но бывает, у нас и немало приобретено лично гражданами, которые обслуживают город, хороших транспортных средств немало, но есть, которые не в состоянии, не имеют возможности приобрести, и там, конечно, недочеты есть, но это не такое огромное количество, как... По словам директора Сухумского АТП, каждое утро перед выездом общественный транспорт проходит технический осмотр, а водители – медицинский. В случае каких-либо нареканий до устранения проблемы транспорт не выезжает. При выезде с автобусного парка водители проходят предрейсовый медосмотр, выдается путевой лист, механизм
механик осматривает транспортное средство либо при заезде, либо при выезде. То есть, чтобы ходовая часть была в безопасном состоянии. А остальное текущее и ремонт, касаемый транспорта, и надлежащего состояния, здесь, естественно, это все осуществляется, но после всего этого транспорт должен обслуживаться, и механик должен смотреть именно опасные моменты: тормозная система, рулевое управление, тяги рулевые. То есть это то, что предрейсовый техосмотр идет. Это стандартная ситуация, когда такие вещи нужно делать. А все остальное — это начальник мастерских, механики. Они видят, если транспортное средство в ненадлежащем состоянии, мы останавливаем, приводим в порядок и после этого выпускаем. О готовности транспорта механик делает заявку диспетчеру, что транспорт готов к выезду. И после этого транспорт выезжает. Леонид Шулумба рассказал, что бывают жалобы по поводу грубого обращения водителей общественного транспорта к пассажирам. Если нарушение произошло впервые, водители предупреждают. На следующий раз отстраняют от работы от 3 до 10 дней и выписывают штраф. Нарушение пассажироперевозок, нарушение линии на работы, срыв режима работы — это все на контроле находится у ГАИ. То есть их техническое состояние мы получили, техосмотр, но в процессе какие-то поломки, если есть видимые, это занимается ГАИ. То есть по количеству пассажиров, которые они перевозят, по сидячим местам, по положению, что положено в техническом паспорте, четко описано, что они имеют право делать и что не имеют. Вы говорили о приставных сидениях, но это нарушение пассажироперевозок. Эта вся ситуация контролируется структурами ГАИ. Общественный транспорт является неотъемлемой частью городской среды. Он должен быть надежным и безопасным, обеспечивающим комфортный проезд для пассажиров. Алька Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Генеральные прокуратуры Абхазии и России обменялись опытом в сфере прокурорского надзора за исполнением налогового и бюджетного законодательства, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в укреплении взаимодействия между ведомствами Абхазии и России. За 5 месяцев этого года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму более 1 миллиарда 823 миллионов рублей при плане в более чем 1,5 миллиарда рублей. Выполнение составило 115%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Поступления налоговых платежей по районам за 5 месяцев текущего года составили по Сухуму 103%, по Гагарскому 130%, по Гудаутскому 137%, по Сухумскому району 194%, по Гулрыбскому 132%, по Чемчирскому 105%, по Ткварчалскому 146% и по Галскому району 131%. Много бессонных ночей, сессии, зачеты, экзамены, незабываемое студенчество – все это прожито. И вот тот важный и ответственный день, когда надо защитить свой диплом. Студенты исторического факультета Абхазского государственного университета на суд преподавателей представили свои квалификационные работы. Какие темы и о дальнейших планах узнавала наш корреспондент Ульяна Рожкова. Госэкзамены позади, и защита выпускной дипломной работы – это последний ответственный рывок в жизни каждого студента. В Абхазском государственном университете состоялась защита выпускных квалификационных работ у студентов исторического факультета. Всего на историческом факультете направления бакалавриат свое обучение завершают 33 человека. Из них 23 написали свои работы по кафедре истории, археологии и этнологии Абхазии, а 10 человек по кафедре истории России и зарубежных стран. Темы дипломных разнообразны, от международных отношений до внутренней политики. Кто-то уже трудоустроен с первых курсов и работает в образовательных учреждениях. Такие студенты получают свободное посещение. Историческое образование дает возможность, в принципе, трудоустроиться во многих организациях. Это они могут связать свою жизнь и с наукой, и с преподаванием, и с общественной деятельностью, с политической деятельностью, с журналистикой. И мы своих студентов видим практически во всех министерствах и ведомствах. Поэтому, я думаю, не знаю, нужно будет спросить студентов самих, вот здесь присутствует, может, кто-то из них уже
уже нашел себе заранее работу, но просто мы об этом пока не знаем. Я думаю, они в поисках. И также многие наши студенты занимаются в сфере туризма. На территории Абхазии большое количество памятников архитектуры, истории. И, соответственно, наши студенты все стремятся работать в сфере туризма, экскурсоводами. На отделении истории и теории международных отношений свой учебный путь завершили 9 человек. Как признаются сами выпускники, защищать свою квалификационную работу они шли смело, так как самое сложное уже пройдено. Некоторые студенты начали работать над своими дипломными еще с октября прошлого года, ответственно и с интересом подходя к выбранной теме. Так, например, выпускница Лана Джичаная для своей темы «Шотландский вопрос. История борьбы за независимость» брала интервью у самих шотландцев об их языковой политике, находя их в социальных сетях и, конечно же, рассказывала им про Абхазию. Тема была очень интересная, объемная, более 80 листов, и было очень интересно писать, тем более с таким руководителем, которая максимально подсказывала, в какую сторону обратить свое внимание, что именно нужно, и поэтому на защите я была полностью уверена, что смогу ответить на все вопросы, потому что все в дипломной уже изложено. Кроме того, самое интересное то, что в моей дипломной изложены интервью шотландцев, которые я сама брала, об их политике языковой и так далее, и все это было очень интересно для меня самой, и я это с удовольствием рассказывала на самой защите. Не все студенты хотят идти дальше по своей специальности, кто-то видит себя совершенно в другом направлении. И вправду, становление личности человека происходит уже в зрелом возрасте. Высшее образование открывает много возможностей и перспектив для человека, закладывает основу знаний и навыков. Ульяна Рожкова, Заур Кварчия, Джессика Чкадуа, Абхазское телевидение. Время для выбора профессии. Полезная информация для выпускников школ. Сухумское высшее общевойсковое училище проводит набор абитуриентов по специальности «Боевое применение мотострелковых подразделений», гражданская специальность «Менеджер по управлению персоналом». Срок обучения 4 года. По окончании училища выпускникам присваивается воинское звание лейтенант. Документы принимают военные комиссариаты по месту жительства. Телефон для справок вы видите на экране. Квалификационная коллегия судей объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагрского районного суда. Одна вакантная должность. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Верховного суда с 5 по 19 июня. Телефон для справок 229 44 74. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 6 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.